для тебя вся жизнь моя. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для тебя, лишь для тебя вся жизнь моя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать Богу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать Богу и славить Иисуса. Gündükte gündü ulu, enini ger narodda, sügürüyen durallar, Иисустан арам olar. Ey gine, min olovum, endigin bosqoluğum, taptalgına sirdigin, sürektin ummadağın, Иисустан арам olar. Ey gine, min olovum, mantal kılları, ey kılıfı kalana diye, akın ay kalıfı yuruyay kapılarına. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать Богу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать Богу и славить Иисуса. Мы славим Тебя, Господь, на этом месте, Иисус. Ты достоин всей славы, Господь, и мы воздаем Тебе всю хвалу. Аллилуйя Тебе, наш Бог! Господу хвалу воздай, аллилуйя, Господу воскликни, аллилуйя. Победил
Господь моя защита, крепость моя. Господу хвалу воздай, аллилуйя, Господу воскликни, аллилуйя. Победил он грех, и потому ликую, победил он смерть, и спас меня. Я буду славить, славить, славить тебя, я буду славить, славить, славить тебя, я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Ты нашел меня, когда я был потерян, возлюбил меня, когда в тебя не верил, отныне я твое дитя. Твоя любовь хранит меня, я буду славить, славить, славить тебя, я буду славить, славить, славить тебя, я буду славить, славить, славить тебя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Мой Господь моя защита, крепость моя. Аллилуйя! Господь наша защита в каждом дне. Аллилуйя! Крепкая башня, Иисус, это Ты. Ты достоин всей славы и хвалы, Иисус. И мы поклоняемся Тебе на этом месте. Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой. Ведь подобного Тебе не видел мир, лишь Ты один достоин, Ты один достоин. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя всем, что есть.
живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Мы славим Тебя, Господь. Ты достоин всей славы на этом месте. Ты достоин всей хвалы, Господь. И мы все кладем к Твоим ногам, Господь, ибо Ты Бог достойный во всех отношениях, Иисус. Ты над городом этим, и над этим народом, и над этой страною, Господь. Ты во тьме освещаешь, озаряешь надеждой, утешаешь собою, Господь. Таких, как наш Бог, нет таких, как наш Бог. Сиргетан арагы, Ирактагы күн жоңго, дойту барен айыр тоёңу. чудес Господь прольет с небес.
Господь прольет с небес благодать, прольет благодать. Ты над городом этим и над этим народом, и над этой страною, Господь. Ты во тьме освещаешь, озаряешь надеждой, утешаешь собою, Господь. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Аллилуйя, Господь. Нет таких, как Ты во всем мире. Ты единственный Бог во всей на этой земле, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты с нами, что Ты наш Отец Небесный, Господь. Спасибо Тебе, что Духом Святым Своим Ты здесь, Иисус. Отец наш небесный, имя Твое чтим, Ты силой и славой вовеки держишь мир. Пусть здесь, на земле, свет царства сияет, и пусть воля Твоя будет здесь, как
Твое, Господь. Это не пища и питье, это праведность и мир, и радость во Святом Духе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твой Дух наполняет наши сердца, Господь, что Твой Дух живет внутри нас, и небеса, Господь, Твои небеса, они внутри нас, Господь. Мы славим Тебя на этом месте, наш Бог. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты великий Бог, и Ты достоин всей славы, Господь Иисус. Благодарю Тебя, наш Бог. Научи нас ходить в Твоей силе, в Твоей славе, в Твоем могуществе, Господь. Пусть Твоя слава распространяется, Господь, через нас. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя, Иисус. Здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, о, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса, здесь небеса. Аллилуйя, Дух Святой, драгоценный, чудесный Божий Дух Святой, Божий Дух Святой, Твое здесь присутствие, Господь. И прямо сейчас, Господь, мы открываем свои сердца перед Тобой. Святой Божий, мы славим Тебя, мы преклоняем свои колена перед Тобой. Господь, прикоснись, прикоснись каждое сердце, Дух Святой. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Изливай, изливай. Славим Тебя, Господь. И мы сегодня предстоим перед Тобой, Твой народ, царственное священство. Благодарим Тебя, Авва, Отче, за Твою безмерную любовь, за то, что Ты нас принимаешь такими, какие мы есть. Славим Тебя, Отец. И так приятно, Господь, пребывать перед Тобой в благоговении, в Твоем чудесном, святом присутствии. И пусть всякая тьма уйдет во имя Иисуса Христа. И пусть всякие болезни, всякие немощи да будут разрушены во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем, что мы Твоя церковь. Ты создал на камне семь, и Ты сказал, врата ада его не одолеют. Отец Небесный, мы благодарим за то, что сегодня мы можем прийти в церковь, все в простоте, в любви, в единстве Духа Твоего, Господь, чтобы славить Тебя, чтобы благодарить Тебя, чтобы вновь наполняться Словом Твоим, тем Словом, которое, как семя, упадет на почву наших сердец, чтобы в нашей жизни были плоды, чтобы мы являли Твою славу, Твою любовь, Господь, в том месте, где мы будем пребывать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поднимаешь служение в нашей церкви. Благодарим Тебя за прославление, за детское служение, за подростковое служение, за молодежное. Благодарим Тебя за домашние группы, Господь. Слава и хвала Тебе, Господи. Пусть поднимутся, Господь, делатели Царства Твоего во имя Иисуса Христа, которые всегда будут гореть огнем любви Духа Святого, которые готовы нести Царство Твое до края земли. Отец Небесный, мы благодарим за пастора, которого Ты поставил в нашей церкви. Как Слово говорит, Ты нашел его верным и поставил на это служение. Пусть каждый человек, кто стоит на служении, Господи, да будет наполняться Твоим миром, Твоим присутствием, Господь, чтобы люди знали, что мы Твои дети, что мы Твои ученики. Отец Небесный, также мы молимся за этот город, в который Ты переселил нас, некогда рожденных в разных местах.
И мы сегодня соглашаемся в молитве единства за всех начальников, за всех, кто стоит у руля власти. Мы благословляем их страхом Господним, чтобы каждый человек познал имя Твое, Иисус Христос, чтобы каждый пришел к покаянию во имя Иисуса Христа, чтобы иметь надежду вечной жизни. Мы благословляем наш город, чтобы он процветал, чтобы стал более светлым, чтобы церквей было больше, чтобы народ Божий распространял пределы в этом городе во славе Иисуса Христа. Отец Небесный, также мы молимся за все наши братские церкви, чтобы мы всегда были в единстве, как Ты молился, Господь. И мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты ходатай, Ты неперестанно молишься за наш заказ, за каждого, чтобы не ускудела вера наша. Спасибо Тебе, Иисус, и я благословляю вас, драгоценные братья и сестры, чтобы сегодня ваши уши были отверсты, чтобы почва ваших сердец была мягкая, чтобы принять Божье Слово. Спасибо Тебе, Господь, и пусть во всем будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Доброе утро! Давно не виделись, не садитесь, я так давно вас всех не видел. Я уже со многими поздоровался, но у нас так много людей чуть попозже пришло. Поэтому пару минут берем, подойдите минимум к 5 человекам. Обнимите, если это позволяет вам ваша вера. Скажите что-нибудь хорошее, благое. Только, братья, сразу к сестрам не рвитесь обниматься, особенно к чужим женам, не надо. Можете братья, сестры. Давайте, буквально пару минут. Хорошо, и дети, пожалуйста, выходите вперед. Давайте мы благословим детей, подростков. У нас добрая традиция. Сегодняшний день не исключение. И вы знаете, что благословить это сказать благое, то есть по-русски хорошее. Я вас прошу, просто помните, что мы благословляем и говорим хорошее в жизнь детей не только на воскресном собрании, но и каждый день дома. Аминь. Я хочу попросить нашего брата Владимира, чтобы он благословил детей наших, помолился. Давайте мы вместе с ним соединимся в молитве. Аллилуйя.
Спасибо Тебе, наш Бог, за то, что у нас есть возможность собраться здесь, благословить наших детей. Аллилуйя. Это стрелы в наших колчанах, это наша сила, наше будущее. Слава Тебе, наш Бог. Спасибо Тебе за то, что они есть у нас. Сохрани их, Господи, во имя Иисуса. Пусть будет защита Твоя на них во все время. Давай им мудрости в принятии всех решений. Давай нам мудрости, Господи, для того, чтобы мы правильно воспитывали их во имя Иисуса. Чтобы зря не огорчали. Дай нам, Господь, мудрости быть примером для наших детей. Благослови всех детей, которые окружают наших детей. Пусть их сердца будут расположены к ним во имя Иисуса. Господи, мы все отдаем в Твои руки, потому что Ты наша защита, Ты наша опора. Дай нам мудрости быть для детей также защитой и опорой, как Ты являешься для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И если кто-то заметил уже, у нас человек пришел первый раз в церковь. Илья Богатырь. Первый выход в свет, так скажем. И давайте мы благословим его. Хорошо? Тонь, выходи тоже. Родители. И на самом деле, вы знаете, его жизнь это уже свидетельство Божьей благодати, Божьего чуда. Да, вот можно в камеру встать, чтобы видно было. Я думаю, родители, если захотят, они потом поделятся. Но я помню, когда мы молились, знаете, я помню даже такое было, что... О чем мы молились? Мы молились за детей, по-моему. Я говорил такую фразу, что Бог сказал просто, если здесь кто-то в зале, и... Что там было вообще? Я уже забыл. Что не только детей, да, но если ты прими просто вот, что Бог, Он готов дать тебе плод, да? Тонь, помнишь, ты подходила и говорила, что, ну, то есть мы молились, было много всяких вещей, но вот смотрите, чудо от Бога. Давайте мы благословим Его, хорошо? Аллилуйя. Господь, мы приносим перед Тобой Илью, и мы просим, благослови его, как я его сейчас благословляю, всяким Твоим благословением, Господи. Господь, пусть Твоя рука будет над ним во все дни его жизни, уберегая его от зла. Господь, благослови его здоровье, его развитие. Провозглашаем, что он вырастет и будет крепкий духом, и будет крепкий физически, Господь. Благослови его разум, Господь. Благослови его таланты, которые Ты уже вложил в него. Господь, пусть раскроет их. Окружи его такими людьми, которые помогут раскрыть эти таланты. И пусть он их развивает, Господь, во имя Иисуса. Я провозглашаю, Господь, что в один день он сам лично выберет Тебя, выберет жизнь. Он примет Иисуса. И пусть он служит Тебе, Господь, тем, чем Ты его наделил. Да, Господь, самым лучшим во имя Иисуса. Господи, просим Тебя также за его будущую семью, за его будущую жену, за его будущих детей, Господи. Благослови его поколение просто, следующее и следующее, Господи. И пусть его внуки, они также служат Господу, приносят радость родителям и дедушке с бабушкой, Господь, во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Слава Богу. Присаживайтесь. И так давно не был, что уже даже как-то волнительно по новой. Я хочу, чтобы мы поприветствовали, вы помните, да, на прошлом собрании у нас Анатолий Васильев, первый раз у него такой дебют был. Давайте мы ему поаплодируем, потому что требуется смелость тоже, знаете, взять на себя, выйти и первый раз. Первый раз это всегда нечто особенное. И он первый раз проповедовал в церкви, за что ему махтал. Огромная благодарность за то, что откликнулся.
Вот, и благословляйте, молитесь за людей, знаете. Кто-то может сидеть и говорить, а вот мне там это не нравится, мне там то не нравится. Ну так если не нравится, молись. Молись, чтобы нравилось. Молись, чтобы Господь благословлял и вел. У нас же Бог, Он один. Аминь. И Он говорит в сердце каждого. Он нас объединяет. Так пусть Он дает проповедующему такое слово, которое будет востребовано, которое нужно. Молись, чтобы получать ответы. И Бог, Он восполнит нужду. Аминь. Что еще? У нас так много всего. Я боюсь что-нибудь забыть, потому что я как-то не наметил, но у меня 3 воскресенья не было. Вы заметили, у нас лежит ковровое покрытие. Давайте поаплодируем друг другу. Потому что это ковровое покрытие, оно стоило 440 тысяч рублей. И оно здесь, как бы, слава Богу, больше я вам скажу. Вчера и позавчера я купил клей, я купил огнеупорную пропитку для сцены, двусторонний скотч на тканевой основе по 1500 рублей за 25 погонных метров и так далее, и так далее. То есть еще на 100 тысяч рублей у нас есть практически все материалы для того, чтобы начать. И я хочу попросить мужчин после собрания, сразу не убегайте, нам нужно собрать все стулья и поставить их там вот в районе этого цветочка. То есть как мы делаем, вот один на другой. И нам нужно будет собрать аппаратуру и аккуратно поставить ее туда в эркер. Для чего? Сегодня придут строители, мы начнем пропитку сцены. Я хочу, чтобы к Пасхе мы успели положить ковровое покрытие на сцену. Там дальше как пойдет, может быть, мы либо через неделю мы закроем уже зал. То есть не будем откладывать в долгий ящик. Аминь. Да, вот Галя еще. Давайте мы ей тоже аплодисменты дадим. Она уже выходила. Галя привезла нам пару микрофонов, которые мы заказывали, но более того, она не просто их привезла, они еще и благословили с Сергеем, с мужем нашу церковь. Микрофоны стоят 370-380 евро, то есть это 4 × 8 – 32, в районе 35 тысяч рублей где-то, наверное. Слава Богу. Я вам хочу сказать, что это только 2 микрофона, нам нужно еще 5. Они другие, но, может быть, мы тоже через нее закажем. Они стоят там, в Германии, в 2-3 раза дешевле, чем здесь. Так что круто. А еще нас благословили, слава Богу. Вообще хорошо. Так дешево, не бывает. Что еще? Прежде чем мы перейдем дальше, мы слайдики же, да, тоже готовы показать еще. Подождите. Наверное, вы знаете, что мы с молодежным служением ездили на восхождение в город Нерюнгри. И давайте я попрошу Семена и Марину выйти. Вообще все? Если все, то мы до вечера не закончим, наверное. Если кто-то еще хочет поделиться, кому что есть сказать, коротко, выходите на сцену. Кстати, это вот еще Марина, да, у нас была, туда Зою, Леню. Давайте все, кто ездил, молодежка, на восхождение, выходите, кто в зале сейчас есть. О, Леню давайте поприветствуем. Леня у нас крещение принял там. У нас еще пару человек приняли крещение, но они что-то как-то не пришли на собрание. Наверное, раны зализывают. Вот. Мы, наверное, может быть, даже какие-то фоточки покажем, да? О! Вы знаете этих двух людей, я не знаю, может быть, кто-то возьмет у меня микрофон, будет комментировать, нет? Давайте я попробую. Да, мы ездили в Нерюнгри на неделю с Сашей Прошелыгиным, наверное, многие знают, да, Сашу с Надей. Вот. И ездили 23 человека, получается, с города Якутска, и еще с Благовещенска, там молодой человек к нам присоединился. Итого у нас человек 30 было примерно с командой Саши. Вот на будущее, может, кто-то захочет, Саша Прошелыгин, он организует вот такие восхождения. То есть у нас вместе с нами был охотник, медик и сотрудник МЧС, для безопасности, потому что все-таки это такой экстремальный вид
да, то есть это мы в церкви, мы ночевали в Нерюнгри в церкви, да, благодарим пастора Максима Плотникова за гостеприимство. Вот так вот шли по льду, сколько километров? В общем, всего мы прошли 32 километра. Это было, конечно, тоже вызов для всех нас, потому что я лично столько много ни разу не ходила, вот прям, 16 за один день, да. Тем более для подростков тоже это реально тоже был вызов. Как Саша говорил, что наша плоть вопила, что мы не можем, но наш дух был сильнее, и мы шли вперед вот так. Много было молодежи, подростков, ребят. Были ребята, у нас один приехал с Новосибирска специально, Паша, да, Паша кадет в Новосибирске учится, он приехал специально из Новосибирска, чтобы пойти с нами на восхождение. Никита приехал с Санкт-Петербурга тоже, чтобы пойти. Ну, вот такая команда у нас была. Дети, которые несовершеннолетние, в основном все были с родителями со своими, некоторые неверующие из них. Вот. Готовили, походная еда, все было, нас обеспечили всем. Это пастор. В мокрых носках, да, очень промокли ноги, там, конечно, было тоже довольно-таки экстремально, но нам Господь благословил нас погодой, было очень тепло, мы вообще не замерзли, было вообще классно, да. Я хочу показать просто вот то, что вот происходит. Время уже к вечеру, в 11 часов вечера мы начали строить избушку там, где должны были ночевать мужчины. В час ночи ее закончили и легли там спать. Ну, у женщин было все хорошо, они, в смысле... Но зато у нас были матрасы полноценные, представляете, матрасы пружинные. Я никогда в лесу не спал так комфортно. Да, но на самом деле это классно, потому что для парней это был очень крутой мастер-класс по тому, как вообще выживать, да, в таких условиях. То есть они сами себе строили ночлег. Вот видите, у них не было стремянки, они залезли друг на друга, забивали. Это такое доверие, потому что молотком можно мимо проехать тоже, как бы, да, и заехать. Поэтому, мне кажется, для наших парней это был классный такой урок жизни, который им пригодится, как для мужчин, да. А мы, девочки, уже в готовых условиях с 2 печками спали. Один парень, кстати, из Благовещенска всю ночь топил нам печку, и тоже, как бы, такое сердце, слава Господу, да, за таких людей, потому что мы вообще не замерзли, он всю ночь приходил и прям топил нам печку, мы спали в тепле, вот. Вот они строят, ребята. Реально до часу ночи, мучились, не знали, как это делать, все первый раз. Да, Леня? Леня активно принимал участие. Это вот мы уже спим. С нами ездила Даша с Германии, девушка. Она приехала учиться с моей дочкой по обмену, там познакомились, и мы позвали ее, она поехала с нами. Она, кстати, пела в евангельской церкви в хоре, тоже в Германии. Вот. Это мы так дружно, в тесноте, но не в обиде. Зато тепло, да? Это, да, это мы здесь кушали, сидели. Нас очень хорошо кормили. Место, конечно, вот готовка вот мне очень понравилась тоже, то, что, да, все. Саша пел песни. Саша, Гриша, да. Ой, Гриша, говорю, Дима Гришин. Вот. Это мы тут вечером такие тоже, классное время было, такое общение. А мы на следующий день пошли на лыжах пешком, получается, на лыжах, да. Было прикольно. Мне, например, было совсем не сложно, но если ты провалишься вот так в лыжах, снега очень много, вот по пояс прям проваливались, было сложно вылезти, вообще просто практически невозможно без помощи. Поэтому было немножко тяжело. Еще боялись, что провалимся в берлогу к медведю. Саша сказала, если палкой во что-то мягкое уткнетесь, бегите оттуда. Вот так вот мы добирались до горы. Да. Получается, у нас было один день мы шли, было солнечно, прям тепло. Второй день мы идем вот уже к подножию горы, куда нам подниматься. Была очень сильная метель, и пурга поднялась. И, к сожалению, подняться мы не смогли. Мы чуть-чуть совсем поднялись, но не до конца, потому что все-таки мы вели подростков, молодежь. В первую очередь безопасность была, да, на первом месте. Конечно, мы не можем рисковать. Вот это Даша из Германии, тоже это я. И немножко фотались, конечно. Вот это мы стоим у подножия горы, и нам сказали, что давайте не будем рисковать, потому что следы наши заметет очень быстро, мы просто можем не найти обратный путь домой. Но мы немножко поднялись, там
было все равно прикольно. Вот мы немножко поднялись, видите, там какой-то флаг. Кто-то остался без штанов. Вот, было прикольно. Мгм. Что еще? Тёма, может, тебе я передам микрофон? У меня слова закончились. Просто смотрите, мы когда было 3 дня, один день это был подход, ну, то есть до горы, до лагеря, то есть вот там как раз 16 километров прошли. Потом один день был на подъем, и в этот именно день была пурга сильная, видимость никакая, снег валил, то есть навалило где-то сантиметров 40 снега. И потом на следующий день нам нужно было выходить, резервного дня не было, поэтому на следующий день мы обратно 16 километров выходили, опять светило солнце, опять все было хорошо. Не сказать, что я лично не очень расстроился, что мы не полезли на гору, потому что, ну, мне было тяжеловато. Вот, кстати, мы в конце, вот там слева флаг «Господь царствует» написано. Здесь у нас как бы не очень хорошо видно, но вот флаги России, Республики, Нерюнгри. И там сзади лыжи стоят, но их не очень видно. Вот. Мы слегка загорели вот с Сашей. Как-то черненькие такие. Это вот для водное крещение непосредственно в бассейне. Сразу после восхождения мы поехали вот туда. Там была сауна теплая. И тоже с приключениями, кстати. Должны были куда-то заехать. Вот мы с Семеном. Я на чем только не катался. Я катался на санях сзади стоя. Я катался на пикапе на открытом кузове стоя. Кто-то ехал на подножке, там на крузаке где-то сбоку, потому что у нас сломался автобус, который нас забирал. И так много навалило снега, что мы не могли оттуда выехать. И, в общем, мы приехали, мы опоздали на час в баню. Слава богу, нам что-то там продлили. То есть я как был вот в альпинистских ботинках, так туда я пришел такой весь красивый, с запахом костра. Вот, и как бы... Вот это уже заключительная часть. Вот там Семен говорит трогательные слова. Вот он здесь стесняется, там он очень хорошо говорил. Я не знаю. И Саша, вот он в форме. Вот вы его знаете, Александр Прощелыгин. Он старший командир и вообще он как бы возглавляет движение царских охотников по Дальнему Востоку. Я правильно же говорю? Да. Вот. И у нас есть теперь отряд тоже царских охотников. Вернее, он, оказывается, был у нас. Мы нашли там регистрацию, мы сначала зарегистрировались, нам дали номер 18, но потом нашли, что у нас, оказывается, есть номер 008, и это будет наше. Вот Александр приедет, привезет нам новое свидетельство. И, может быть, ребята, вот как бы с восхождением, наверное, все, коротко, быстро поделятся по поводу вот, царских охотников. Буквально пару минут. Ну, вообще служение царских охотников. Кто-нибудь знает про это служение царские охотники? Да? Ну, многие знают. И даже, здесь даже есть царские охотники. Вот я вижу Владимира, Наталья. У нас впервые я услышала про царские охотники, я уже не помню когда, когда-то увидела и подумала, что это вообще очень классное служение для детей, для подростков. Просто реально очень классное, да? Это служение зародилось, мы, конечно, полноценную презентацию сделаем, я сегодня не готовилась, да? Там нужна хорошая презентация с роликами, все, чтобы показать, откуда это взялось, но это получается служение в церкви для детей и подростков, которое направлено на развитие всех сфер их жизни, да? Это и духовная часть, да, изучение Библии, библейские занятия, это и физическое развитие, то есть какие-то там тоже занятия, социальное общение, да? Что еще, Владимир, напомните? Кто помнит? 4. Зоя. 4 направления развития ребенка. Ну, в общем, да, и с осени, с сентября мы хотим начать. Получается, мы сейчас обучились 5 человек. Я, Зоя, Семен, Таня и Вика Черемисина. Вот, и будем открывать отряды, в которые будем набирать детей. Нужно, ну, это потом мы тоже так расскажем. И я думаю, что хорошо будет, когда Саша с Надей уже приедут, потому что Саша Прощелыгин, он является командиром Дальнего Востока, то есть он, получается, наш руководитель непосредственный, да, и он... Они приедут, кстати, вот буквально на следующей неделе, но надеюсь, они в воскресенье будут, ну не знаю, там будет Пасха, возможно ли будет как-то все это рассказать или что-то. Но это вообще на самом деле очень классное служение. И представьте себе ребенок, который с 1 по 11 класс проходит царские охотники, он вообще полностью готов к жизни, к тому, чтобы вообще вот влиться в общество, потому что там основной как бы посыл такой, чтобы стать полноценным членом церкви и общества. То есть это будет готовый служитель, да, готовый служить Иисусу Христу и полноценный член еще общества.
Это действительно очень классная программа. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью у нас это получится. Если есть желающие тоже служить в этом служении, подходите к нам. Это будет очень круто, потому что у нас есть люди, которые хотят тоже обучиться. И для этого мы ездили в Благовещенск. Мы вот зимой на машине поехали в Благовещенск, 3 дня там учились. Это довольно-таки долгий же путь, да, туда и обратно ездить. Но они могут, царские охотники, приехать сюда с обучением, если наберется 12 человек. Поэтому вот надо 12 служителей, которые хотят служить детям, которые готовы, потому что нужна команда. Невозможно нам, получается, мы будем делать 4 отряда, да? В каждом отряде по 8 детей. Невозможно 5 человек охватить 4 отряда. Надо, чтобы хотя бы на каждый отряд было по 3 человека, иначе будет очень сложно нам. Вот. Поэтому, если кто-то хочет, подходите, как бы нужно будет договориться. Я думаю, что это будет вообще классное благословение для всех наших детей. Хорошо. Аплодисменты всем тогда. Ребят, присаживайтесь. Дань, можно попросить вас кафедру вынести, с Ромом? Пока они ее выносят, у нас еще было событие. Вы знаете, что мы ездили, даже другие люди нашлись, что перед этим я и моя супруга, мы были на большой пасторской встрече в городе Хабаровск. И вообще, на самом деле, она проводится по инициативе, и как бы организаторы, это Церковь Слова Жизни города Москва. Проводится уже несколько лет в Сочи для западной части России, но с прошлого года стали проводить для Дальнего Востока. И в прошлом году было 80 пасторов на этой встрече первый раз, но в этом году было уже 100. И на самом деле были классные мастер-классы, было классное общение. И были такие сессии, знаете, которые называются «Опыт, которым стоит делиться». На самом деле тело Христово, оно большое. Вы просто не представляете. Ты возьми любой поселок, любой городок, и практически везде есть церковь. И многие церкви, они преуспевают. И многие церкви, они двигаются в том, в чем Бог их благословил и наделил. И очень часто не нужно изобретать велосипед. Ты хочешь начать какое-то служение, ты можешь пообщаться там, где это работает, и тебе могут дать просто ценную информацию. И вот лично для меня этот опыт, он был ценен именно этим, что ты приезжаешь туда, и там есть люди, которые двигаются во многих служениях. Там есть и репцентра, есть и социальные служения, есть и служения в церкви, и все что угодно. И можно пообщаться с людьми, знаете, даже взаимодействие со властью. Там были вот ребята с Комсомольска, у них есть служение, по-моему, вот накорми там голодного, по репцентрам. И вы знаете, они все это делают на деньги государства вообще. То есть они подают деньги на гранты, они выигрывают. И уже сколько лет им издание уже государство бесплатно предоставило и так далее, и так далее. Понятно, за это за все нужно отчитываться. И это не все так просто, как кажется, но это работает. Знаете, слава Богу за них. И может быть, я вот не знаю, кстати, кафедру уже поставили. О, вы знаете этого человека, это вот как раз на большой пасторской встрече. Это вот Раиса и Андрей, наш епископ. Можно дальше как бы быстренько фотки пройти. Ну, это вот просто фотографии. Вот вы знаете, это сидит Мацула, это сидит наш епископ Андрей. Дальше сидит, это пастор, с Петропавловска-Камчатского, и там дальше Сергей Мартюничев. Вот это с Петропавловска, вы знаете, я у них был в здании, это самое большое здание церковное по эту сторону Урала. Оно просто невероятных размеров. У них зал на 2000 мест. Вы можете себе представить? И у них такое фойе, что его можно, там стены переносные, можно еще 1000 добавить. Ну, как бы нужды нет. И у них где-то, по 500 человек собирается. Но это что-то невероятное. У них там, я был, в общем, впечатлен размерами и масштабами. И у них, кстати, классное тоже детское служение. Но это отдельно потом. Давайте дальше. Вот вы знаете, это я. Там какой-то вот человек слева, справа. Вы знаете, да, что это пастор Мацула на самом деле. Он член Духовного Совета, человек, который очень много делает для евангельского движения в России. И Лариса, моя супруга. Знаете, Мацула, он когда-то давно,
Он даже жил у нас дома, он был проездом в Якутске. Я его ездил переводить в Нерюнгри когда-то. Это прямо на заре, там, не знаю, там 90-е годы, ну, 2000-е, наверное. Я уж сам не помню. Можно дальше. Вот тоже дальше это как бы рабочие группы. Просто очень много фотографий. Мы выбрали там, где есть знакомые лица. Вот мы все вместе здесь. Все это проходило В прошлом году это было на территории церкви, знаете, такой клуб. И нужно было ездить постоянно. В этом году все сделали на территории гостиницы. Мы никуда не ходили, то есть обеды, ужины там были. И мы собирались просто в конференц-зале, в комфортном, где было звуковое оборудование, были проекторы. И все это было на берегу реки Амур с прекрасным видом. Было, в общем, здорово. Уровень тоже такой поднимается. Ну и Мацула приехал, тоже уровень поднял сразу, как бы. В прошлом году он не мог, он был занят. Сейчас он приехал с Южной Африки на эту встречу. В общем, было здорово. Я не утомил вас? Просто меня 3 недели не было, я хочу вам дать небольшой отчет, что я вообще делал, где был и что происходило. Вот. Пока мы, кстати, вот я тоже, представляете, мы уехали, сюда пришло ковровое покрытие, и никто не подходил его, не пинал. Да, я понимаю, да, хотели почистить, наверное, да, думаю, сейчас подвинем его, да. Просто я попросил Семена, говорю, ну, что делать, как бы пришло, надо принять, его привезут, нужно просто его здесь разгрузить. И говорю, ну, если сможете, говорю, затащите на 2-й этаж. Мне Семен потом звонит так, голосом таким, мы разгрузили, ну, говорит, на 2-й этаж нереально, вчетвером. Там один рулон весит 220 килограмм. И как бы вчетвером, ну, было тяжело, я надеюсь, со спиной все хорошо. Пусть Господь благословит. Слава Богу. Так много всего произошло, вот, да. Что еще? Пожертвования. Да, спасибо, что напомнили. Можно вывести сюда? Еще раз. Не могу лишить вас такой привилегии, на самом деле это привилегия, давать и жертвовать на работу Божию. И можно делать в электронном виде, можно по старинке, твердой валютой, которую можно осязать, также можно давать. Пусть Господь благословит вас, каждого, кто дает. Вы знаете, зачем и почему мы это делаем. В частности, знаете, насколько вот у нас весна, и я радуюсь, что мы уже начинаем какое-то движение в плане строительства. У нас прямо весь сезон впереди. Но единственная вещь, которая может нас ограничить, это наши деньги. Сколько соберем, столько и сделаем. Потому что у нас работы непочатый край. Нам нужно сделать стоки, вот было срочно, мы не успели осенью сделать. Сейчас я со строителями пытался договориться, они говорят, ну как мы будем работать, когда нам на голову будет течь или там снег сверху падать. Но у нас мокнут стены, у нас плохо сделано как бы вот в эркере. И Минвата там намыкает, как бы это не очень хорошо. Мы в прошлом году красили стены и, скорее всего, ну вот я не знаю, наверное, вышку наймем. Сейчас денег соберем, наймем вышку и с вышкой почистим снег, наверное, с крышей. Ну, хотя бы так, надо что-то сделать. Вот. Что еще? Наверное, со вступительными частями я закончил. Я помолюсь коротко, хорошо? Не вставайте. Отец Небесный, Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал в нашу церковь и который дает. Господь, я прошу Тебя, благослови его. Благослови его семью, Господи. Пусть ни в чем не нуждаются, Господи. Восполни всякую нужду, и физическую, и духовную, материальную, Господь. Что бы ни было, Господь, веди. Ты видишь посвященные сердца. Господи, и дай мудрости, как нам распоряжаться этими деньгами, как нам правильно организовать все, чтобы закончить уже зал, и закончить ту работу, которую Ты хочешь, чтобы мы сделали. Пусть будет так. Аминь. Слава Богу! И вы знаете, что сегодня праздник? Какой? Вербное воскресенье. А Западная церковь сегодня Пасху празднует. Вы знаете, да? Никто не задавался вопросом, почему, например, протестантская церковь Рождество празднует часто 25-го, а Пасху мы празднуем, как правило, вместе с православными. Никто не задавался вопросом таким.
правильно? Зачем заморачиваться? Не задавайте, я кроме шуток говорю. Если пояснить коротко, вы знаете, что 25 декабря и православные, и католики, и все остальные Рождество празднуют 25 декабря. Все. Просто одни празднуют по старому стилю, другие по новому. Но это все равно 25 декабря. Просто по новому стилю оно выпадает там на 7 января сейчас. Но на самом деле они празднуют 25 декабря просто по старому календарю. На Пасху же мы празднуем не дату конкретную, мы празднуем событие. Мы празднуем воскресение Христова. Аминь. И просто оно вычисляется немножко сложновато. То есть это должно быть первое воскресенье после первого новолуния, после дня весеннего равноденствия, то есть по лунному календарю. Поэтому дата это постоянно плавающая и не так важно. И также одни по одному календарю, другие по другому, поэтому есть разница в датах. Да? У нас Пасха на следующей неделе, если что, я вас хочу предупредить сразу. Да? То есть мы будем праздновать. Но сегодня вербное воскресенье. Что это такое? Вы знаете, что в православных храмах многие люди, они собирают вот вербочки, приносят их, освещают. И часто люди, они не задаются вопросом, а какой смысл вообще в этом? Что это происходит? Как по-другому еще называется этот праздник? Это вход Господа в Иерусалим. Да? Либо пальмовое воскресенье говорят. Потому что вы знаете, что мы сейчас прочитаем место Писания, когда Иисус, Он входил в Иерусалим, когда вот ему осталось, то есть Он только что воскресил Лазаря. И Он туда идет, и Его встречают как царя, люди стелили одежды перед Ним, они срезали ветви пальмовые и слали пальмовые ветви. И потом пошла такая традиция вспоминать об этом, да, и вот пальмовые ветки, но так как в России с пальмами не сложилось, нам нужно было чем-то заменить пальмы, у нас заменили вербами, потому что это первые весной растения, которые почки они набухают, да. В других странах, например, Западной Европы, там во Франции, у них там есть свое растение, потому что у них тоже с пальмами не очень, да. Но давайте мы прочитаем вообще то место Писания, которое описывает эти события. Хорошо? Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 19 стих. Итак, Иисус воскресил Лазаря, вы помните, только что. Молва о нем, она идет, это просто чудо. То есть человек, который уже разлагаться начал, и там запах стоял, он ожил. Да? И вот читаем дальше события. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Илионской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченое через пророка, который говорит: скажи дочери Сионовой, вот царь грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступали так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. И он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Это есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскликающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да,
Разве вы не читали, никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, то есть проголодался, да? И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Итак, это вот те события, которые происходили, вот это вот вербное воскресенье, или пальмовое воскресенье, или вход Господа в Иерусалим. И мы с этим разобрались, да? То есть оно за неделю всегда до Пасхи, с датами понятно, почему вербы вместо пальм тоже понятно, почему на Западе называют там пальмовое, у нас вербное, но на самом деле это вход Господа, да? И с чего бы хотелось начать? Вы знаете, я вот по себе сужу и по людям, которые окружают. Каждый верующий человек, у нас есть какие-то свои собственные ожидания от Бога. Скажите, у нас есть какое-то свое собственное представление о том, какой Бог Он есть, как Он движется, что Он делает. Мы строим эти суждения на нашем опыте в том числе. Если Бог, Он ответил нам каким-то определенным образом, такая тенденция, что мы начинаем ожидать, что вот Бог, Он так отвечает. Хотя написано, да, что не делай себе никакого образа. И в плане, то есть рисовать, но знаете, очень часто опасно делать какой-то вот образ у себя в голове. Ты создаешь и думаешь, что Бог, Он вот такой. Но Бог, Он часто гораздо больше. И пример такой. Маленькая девочка, 4 года. И ее мама, она беременная. Приходит сестра мамы, то есть тетя этой девочки, с ней там играется и говорит: ты кого хочешь? Братика или сестричку? И представьте, вот этот ребенок, 4 года, она складывает руки, вздыхает и говорит: тетя, иногда нужно просто принять, что Бог тебе дает. Такая серьезность от ребенка, которую ты никогда не ожидаешь. Другими словами, тетя, она вот как бы ребенка подталкивает. Вот чего ты ожидаешь от Бога? Ты же, наверное, просила, кто тебе хочется? Вот там братик, сестренка, с кем ты будешь играть? Но, знаете, устами младенца часто говорит да истина, что зачастую, да, что Бог усмотрел, наверное, Бог, Он лучше знает, кто мне там лучше будет. Братик или сестренка. Суть в этом, да, как бы, ну, можно так интерпретировать. И вот тот текст, который мы прочитали сегодня, триумфальный въезд нашего Господа в Иерусалим. Почему его люди так встречали? Что происходит? То есть едет человек, и ему там поют осана, то есть славится там, да? Они его встречали как Господа, как царя. Потому что евреи за него принимали Иисуса за того Мессию, который был им обещан долго, за много сотен лет, многими пророками, которые писали. Они думали, то есть у них создался вот такой вот образ. Да, он был Мессия, да, они ждали этого Мессию, но они ждали совсем другого Мессию. Они думали, что это будет тот царь, который принесет им свободу и мир. Вы знаете, что Израиль, он находился под оккупацией Рима. И они ожидали такого Мессию, такого царя, который освободит народ израильский, который будет править. Они ожидали, что Иисус, Он станет земным царем. Вы понимаете, да, это? И почему? Почему они так ожидали? Давайте мы буквально быстро пробежимся по пророкам, которые говорили об этом. И евреи, они постоянно изучали это местописание. То есть первое, это вот Иеремия, пророк Иеремия, 23 глава, 5-7 стих, написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется,
и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Дальше пророк Захария, 6 глава, 12-13 стих, вторит тому местописанию, которое мы прочитали. Написано: «И скажите ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». И, конечно же, Исайя, 9 глава, 6-7 стих. Написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Не утомил вас чтением пророков? Не? О чем здесь говорится? Евреи, вы знаете, да, они изучали Писание постоянно, и все знали о том, что будет Спаситель, рожден Израилю, будет царь, и они его ожидали. Когда мудрецы с Востока, они пришли, они говорили, да, пришли в Иерусалим, и что? Родился царь иудейский. Первосвященники, они отлично знали об этом, да, что это должно произойти. И более того, они даже знали, где это должно было произойти. Почему? Потому что в книге Михея, 5 глава, 2 стих написано: «И ты, Вифлеем Ефра, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Там говорится, то есть даже о городе, где должен родиться тот человек, который станет потом Мессия. Дальше, в книге Захария, 9 глава, 9 стих, написано: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Здесь как раз описывается то событие, которое происходит. Каким образом Мессия, он войдет в Иерусалим. Иисус, он исполнил все пророчества. И евреи, они прекрасно знали, что будет Мессия. И как раз во времена Иисуса, вы знаете, вот эта жажда, вот этот хайп, который был по тому, чтобы ждать Спасителя, он достиг, наверное, своего апогея. Все ждали, все стенали, были под гнетом римлян, и все ожидали Спасителя. Более того, вы знаете, историки говорят, что было приблизительно 6 человек, точно подтвержденных, которые объявляли себя мессиями. И что они делали? Они объявляли себя царями, они пытались возглавить вооруженное восстание против римлян. И все заканчивалось печально для них. Потому что Римская империя на тот момент, могущественное государство, и восстания, они подавлялись жестоко. Итак, эти мессии, эти спасители Израиля, они пытались сражаться с римлянами, и они проиграли. И это то, чего ожидала толпа в Иерусалиме на вербное воскресенье, когда Иисус, он входил. Они его встречали как потенциального лидера, военного, полководца и царя земного, который возглавит их освободительную борьбу против ненавистных римлян. В этом было ожидание толпы. И Иисус, он бы справился прекрасно. Он идеально подходил на эту должность. Он был очень влиятельный и харизматичный лидер, да? Хорошо говорил. И только представьте, если бы он создал израильскую армию, и он возглавил бы ее,
Как вы считаете, кто-то мог бы противостоять? Он знает, куда идти, где что будет, волю Божию. Он может накормить солдат двумя рыбками. Да? Я стараюсь, но как-то это... Видимо, батареечка села. Ну сейчас да, но она же как-то погасла. Наверное, сейчас опять выключится. Если она выключится, вы мне махните рукой, чтобы я не надрывался. Еще раз, если бы, то есть армию он может накормить двумя рыбками. Если кто-то заболеет, вообще никаких вопросов. Есть у нас батареечка еще? Я прошу прощения, технический доклад. Итак, и даже если бы кто-то погиб в бою, я думаю, никаких проблем не было бы воскресить их. То есть с такой армией невозможно проиграть, да? И такую армию невозможно победить. Но проблема с людьми и с этой толпой в Иерусалиме была в том, что не было вот этой маленькой девочки, которая бы сказала: иногда нужно просто принять то, что Бог Он приготовил. Иногда нужно просто принять то, что Бог Он тебе дает. У нас есть какие-то свои представления о том, как Бог двигается, что Он делает. И часто, когда Бог Он что-то дает, мы такие: да не, ну как? Не может быть. Это не Бог. У них, в их представлении, они себе вообразили, они ожидали вот именно такого царя, который придет и возглавит, и воссядет в храме Давидовом, и будет править здесь на земле, и освободит их. То есть они ожидали такого царя, который оправдает их ожидания. Вы следите, да, за моей мыслью? Еще раз, внимание, мы сегодня говорим про вербное воскресенье, мы прочитали. И мы говорим о том, какой опыт, что мы можем извлечь из этого для нас. Потому что все, что происходило, оно же происходило не просто так. Вы понимаете, да? Интересная вещь. В одном христианском семинарии, в христианской, преподаватель проводил такой тест. Он составил сначала несколько вопросов, и вопросы звучали следующим образом, что: как вы думаете, вот Иисус обладал, какими качествами? Вот как бы он поступил в какой-то там конкретной ситуации? Как вы думаете, он был миротворцем? Как вы думаете, он был там силен духом? И так далее, и так далее. Потом, вторая часть теста, она была те же самые практические вопросы, но слово Иисус менялось на слово «ты». Как бы ты поступил в такой ситуации? Ты считаешь себя воином? Ты считаешь себя сильным духом? Ты считаешь то-то и то-то? И вы знаете, удивительная вещь, что обнаружилось. Многие люди ассоциируют Иисуса с собой. Они думают, что, вот как я вот поступаю, я же хороший человек. Я же не там, искренне стараюсь. Я стараюсь, делать так вот, подражать Ему. И они представляют, люди, как правило, вот по себе, что, Бог, Он вот такой, как вот я вот думаю. И вы понимаете, о чем я говорю? У нас есть какие-то определенные ожидания. Мы создаем какой-то образ того, как Бог, Он двигается, какой Он есть. Но вся суть в том, что
в большей степени или в меньшей, по-разному люди, но мы неосознанно мы создаем какой-то образ и ожидание Иисуса по себе, по нашим меркам. И вы знаете, это то, что происходило с евреями в это вот вербное воскресенье в Иерусалиме или при входе Господа в Иерусалим. Толпа, народ, они уже создали образ того царя и того мессии, которого они ждали. Нам нужен такой. Наверное, именно поэтому неделю спустя они кричали там: распни его. Но здесь они они встречают: вот он, Мессия. Но они создали уже образ. И я думаю, что именно поэтому Иисус, Он сделал то, что Он сделал, то, о чем мы читали дальше. Почему мы прочитали всю вот эту вот главу. Следующее, что произошло? Вот проходит этот парад. Иисус, Он въезжает. Там салюты, одежду даже стелят, чтобы Он по пыльной дороге не шел. Пальмовыми ветвями все устилают. И что Он делает? 12-13 стих в нашей главе. Матвея 21, 12-13 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И внимательные читатели Библии, может быть, помнят, что на самом деле это не первый раз, когда Иисус, Он сделал так. Он делал это также в начале своего служения. Он пришел в храм и там плетками начал всех выгонять. Если кому интересно, это Иоанна 2 глава, там с 13 стиха можно прочитать эту историю. И Он вошел также в храм для того, чтобы выгнать оттуда, жадных, нечестивых людей, которые там сделали из святого места вертеп, да, как он говорит, разбойников. Зачем Он это делал? Вот он только что прошел, вот он парад, вот его встречают как царя и спасителя, ожидаемый человек. Зачем туда идти, кого-то выгонять, столы переворачивать? Вы верите, что Иисус это сделал неспроста? Что Он хотел что-то донести? Скажите. Я не думаю, что Иисус, Он делал что-то так вот просто. Смотрите. Иисус вошел в Иерусалим. Его ожидают как царя земного. И Он мог бы поехать во дворец к Давиду, провозгласить, что это мой трон, созвать армию и пойти на войну. Он мог бы сказать, что я пришел завоевать весь мир огнем и мечом. Но Он этого не сделал. Он не поступил так, как от Него ожидала толпа. Вместо этого, вместо того, чтобы поехать во дворец, где земной царь восседает, Он поехал прямиком к храму, который был заброшен, да? Я думаю, что Он сделал это, потому что Он хотел показать, что, ребята, я не пришел для того, чтобы пойти на войну за вас против римлян. Но я пришел для того, чтобы привести вас в святость и в праведность. Вы понимаете? Он этим самым показал просто: я Мессия, и я царь, но не тот, которого вы себе создали в голове. Я не пришел, чтобы здесь править на земле. Это то, что это означает для нас, как для христиан. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога,
и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Внимание дальше. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. То есть они есть Божии. Тело твое – это храм Божий. Храм Божий. Когда Иисус пришел для того, чтобы стать твоим царем, Он пришел для того, чтобы вычистить твой храм изнутри. Вы понимаете? Он не пришел, чтобы сидеть на троне и показывать тебе. Но Он пришел, и Он пошел, и Он очистил храм. Сейчас храм Божий – это наши тела. И Он пришел для того, чтобы очистить их изнутри, от всякого греха, от всего скверного. Вымести все. Многие верующие, они все равно считают, что сейчас храм – это здание церковное. Но мы знаем, что здание – это круто. Очень хорошо иметь, в Якутии особенно, зимой, где есть собираться. Но церковь – это не здание. И храм Божий сейчас – это мы, это я. Покажи на себя. Скажи, это я. Я храм Божий. Дух Божий, Он обитает в тебе. Мы церковь. И пока, если мы не очищены от греха внутри, наши храмы не очищены, здания церковные, они не имеют никакого значения тогда. Иисус, Он не пришел для того, чтобы вымести здание. У нас Дмитрий Петрович этим занимается. Выметает все, да? Слава Богу Ему за это. И благодарность. Но Иисус, Он пришел для того, чтобы очистить нас, наши тела, наши души, наши мысли. Вот в этом вот значение того, что Иисус, Он пришел, смотрите, вот после того, как Он въехал торжественно и триумфально, Его встретили, и Он прямиком поехал в храм и начал его очищать. Чтобы там не было ничего, как бы святое место. Но сейчас храм – это мы. Вот это значение для нас. Когда мы поверили в Иисуса, когда мы покаялись в грехах и признали Его своим Господом и Спасителем, мы подписались на то, что наши жизни, они будут изменены им. Мы ожидаем от Него, что Он будет двигаться, Он будет менять нас. Мы не можем. Кто понимает? Смотрите, вы не засыпаете еще? Точно? Кто понимает, что ты не можешь прийти к Иисусу, покаяться, принять Его и остаться тем же? Вы понимаете? Это невозможно. Как кто-то вот сказал, что Бог любит тебя таким, какой ты есть. Но Он любит тебя слишком сильно для того, чтобы оставить тебя таким же. Бог, Он меняет. Итак, Иисус, Он очистил храм. Он провозгласил, что Его царство, оно будет святым. Но это еще не все. Я специально читал дальше, там до 19 стиха. Написано, что Он ушел там в Вифанию поутру. Давайте мы дальше. 18-19 стих. Глава Матфея, 21 глава. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, то есть проголодался. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. И смоковница – это дерево, которое дает плоды, которые мы все знаем, да, это инжир. Кто-нибудь знает, что такое инжир?
такой синенький, с семечками. Вкусные, очень сладкие, да? Да, либо смоква, либо смоковница, еще называют фига. То есть фиговое дерево, это вот как раз смоковница или смоква. Вопрос, зачем Иисус проклял это дерево, почему оно засохло? Аллергия на инжир? Или, просто это на самом деле не первый раз тоже. До этого он тоже, также фиговое дерево там проклял, и оно засохло. И не с той ноги встал, что вообще происходит? Не то настроение. Вот смотрите, Иисус прожил 33 года, да? 30 лет у него была просто подготовка к служению. Он не служил. Все его служение длилось всего 3 года. Вот то, что мы читаем. Представляете, всего 3 года ему нужно было основать церковь, ему нужно было подготовить учеников, заповедать им, показать им все и оставить, чтобы это потом вовеки длилось. К чему я это говорю? Наверное, каждое действие, которое он совершал, оно имеет значение, оно имеет смысл. У него не было времени на то, чтобы просто так тратить. Всего 3 года. И здесь вот эти вот фиговые деревья, смоковницы. Еще раз, из-за того, что, из того текста, который мы прочитали, что мы можем сказать? Почему Иисус, Он проклял это дерево? Почему? Потому что не было плода на нем. Не было вот этих вот синеньких, темненьких, вкусненьких фруктов. Ничего не было вообще на нем. Он просто стояло такое красивое. А плода никакого не было фруктов. Знаете, Иоанн Креститель в свое время говорил толпам, которые приходили к нему перед тем, как Иисус пришел. Давайте мы посмотрим. Луки 3 глава, 9 стих. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В Матвея 21, то, что мы сейчас прочитали, Иисус, Он проклял, убил это дерево, оно засохло. И Он говорит, смотрите, Матвея 21 глава, 43 стих, Иисус говорит старейшинам людей: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды Его». Должен быть какой-то плод. Вы понимаете, к чему я клоню? Кто-то может спросить, в смысле ты намекаешь на то, что у меня должен быть какой-то плод? Я должен что-то, какой-то... Мы не призваны, знаете, как растения, прирастать корнями и стоять такие красивые на ветру. Этого мало. У каждого должен быть какой-то плод. И плод — это не листва, это не красивое дерево. Плод — это то, что полезно для других людей. Кто-то говорит, что, знаете, мир делится на тех людей, которые есть даятели, а есть приниматели, да? Есть те, кто дают, а есть те, кто постоянно принимают. Но я бы хотел сказать, что, знаете, есть еще другая группа людей. Мы так просто посмотрите. И не даешь, и не принимаешь, а мы просто так потусим и все. Но мы были спасены для того, чтобы делать что-то. Иоанна 15 глава, 2 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы были спасены для того, чтобы был плод какой-то в жизни.
Вы все знаете, Ефесянам 2 глава, 10 стих. Ибо мы, скажи, мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Иисус, Он спас нас для того, чтобы мы совершали добрые дела, чтобы мы могли приносить хороший плод. Знаете, периодически встречаешь людей, разговариваешь, и кто-то вот обижается. Какой плод еще? Ну вот разве то, что я вот хожу в церковь, сижу на стуле и всем улыбаюсь, и веду себя хорошо по отношению ко всем, и с соседями здороваюсь, и даже помогаю им там что-то. Вот. Ты что, разве это не плод? Разве этого недостаточно? Многие думают, что это все. Просто быть приятным и добрым по отношению к другим. Я вам хочу сказать, что, ребят, это не все. Если у вас вот такая вот линейка, по которой вы измеряете вот эта вот шкала, ну, этого недостаточно, это плохо. Если вы думаете, что вот приносить добрый плод, это вот так вот поступать, просто приходить, я вот пришел, отметился, поулыбался, поздоровался, пришел там соседям тоже поулыбался. Это то же самое, как вот оно стоит, фиговое дерево, смоковница, очень красивая, и зелененькая, и листики шуршат, глаз радует, и приятная очень. Но плода нету. Понимаете, да? Когда мы приняли крещение, мы погрузились в воду, и потом воскресли, да, или поднялись из воды. Иисус, Он хочет, чтобы с этого момента ты делал что-то для Него. Кто-нибудь скажет? Аминь. Вы понимаете? Я как-то читал про одну церковь. Они очень быстро выросли, там, знаете, с 30 человек там, до 500 в течение там, буквально пару лет. И, знаете, люди в церкви, они были научены всего 2 вещам. Что у них, их задача заключается в том, чтобы молиться за церковь, и что нужно посвятить себя для того, чтобы делать что-то в церкви. 2 вещи. Молиться за церковь и делать что-то. Свидетельствовать, кто-то свидетельствует, кто-то навещает больных, кто-то в каком-то служении в церкви занят, кто-то еще что-то делает. Но все это вместе они служат Иисусу. Я верю в то, что вот тот урок, который мы можем извлечь вот из этого, что Иисус, Он проклял это фиговое дерево, эту смоковницу, для нас он заключается в том, что мы не должны быть удовлетворены просто тем, что мы сидим на мягком стульчике в церкви, и что мы здороваемся и улыбаемся соседям. Вы понимаете? Потому что он не будет удовлетворен этим. И, знаете, есть 2 пути, когда вот так людям говоришь. И вообще, как человек, он воспринимает какое-то служение. Первый путь, это, знаете, это какая-то обязанность. Что это тяжело, это какая-то нагрузка. Неудобство какое-то. И, как правило, такой человек, он не хочет, чтобы его беспокоили. Ему в тягость. Подойдешь, спросишь, и как-то...
Знаете, как я слышал, в одной церкви пришел, был у них новый пастор, и там старейшины собрались, и один говорит, пастор, ваша задача заставить нас делать то, что мы знаем, что нам нужно делать, но что мы не хотим делать. Но Бог, Он не так хочет, чтобы это было. Пастор, он не для того, чтобы заставлять кого-то что-то делать. Вдохновлять, да. Если ты воспринимаешь какое-то служение или что-то, что это как обязанность какая-то, и тебе тяжело, ты что-то пропустил. Это не так работает. Иисус, Он сказал, что бремя мое легко. Он поэтому дает какие-то таланты, Он дает какое-то желание в сердце что-то делать. Вот мы сейчас ездили с ребятами. Тяжело было идти в гору, да. Но само по себе служение, оно не тяжело. В том смысле, что когда ты получаешь от этого удовольствие, от общения, от того, что ты видишь, как жизнь молодых людей, она меняется в лучшую сторону. Это же круто. И тогда тебе не тяжело. Иисус, Он хочет, чтобы мы видели возможность служения Ему как привилегию, как возможность, знаете, что-то сделать хорошее, как приключение. Это не что-то скучное и нудное и печальное. Вы понимаете? Иисус, Он уже, знаете, Он такой как комплименты нам делает, такой кредит доверия. Он дал нам вообще классный шанс, это большой дар служить Ему. Почему? Знаете, это одна из причин для того, чтобы... Зачем мы вообще существуем? Причина для того, чтобы просыпаться по утрам. Цель в жизни. Бог, Он не создал нас для того, чтобы мы просто стояли, прирастали корнями где-то и шевелили листиками. И были красивыми. Само по себе быть красивым очень хорошо. Глаз радует. Но это не все. Это не самоцель. Бог, Он создал нас быть активными, быть вовлеченными в жизнь вокруг, в жизнь других людей, что-то менять, что-то делать, служить Ему таким образом. Еще раз, все, что не делаете, делайте как для Господа. Мы делаем во славу Его. Аминь. Я какие-то радостные вещи вообще говорю, как мне кажется. Слава Богу. Это такое чувство, что я такой, знаете, на похоронах пытаюсь вдохновить, а не все потеряно. Еще раз, я не говорю никому в осуждение, но в ободрение. Вы понимаете? На самом деле жизнь с Богом, она прекрасна и удивительна. И Он говорит, что бремя мое легко. Задача просто встать туда, где Он благословляет. Ну а каким образом это сделать? Пока не попробуешь там, может быть, здесь, и не узнаешь. И не расстраивайся, если, где-то что-то там не получается. Я бы хотел закончить такой историей, по поводу всего сказанного. И еще раз, просто помните, мы говорим про вербное воскресенье. И вот это вербное воскресенье, и то, что Иисус, Он вошел, те уроки, которые мы можем взять для себя. Это не просто взять какие-то веточки, которые распускаются, отнести их в церковь, благословить и потом радоваться на них и думать, что вот они как-то там осветят твою жизнь. Но без понимания вообще, без того, о чем мы говорили, вообще никакого смысла не имеет. Но Иисус, Он еще раз что сделал? Он въехал торжественно, да.
но потом он пошел в храм для того, чтобы вычистить его. Это то, что означает для нас. Мы храм Бога живого. Он пришел, чтобы очистить наши жизни. И второе, он потом взял и проклял дерево, которое плод не приносило. Показывает нам, что, ребята, нужно что-то делать. Нужно приносить какой-то плод. И история, которую я хочу рассказать, она следующая. То есть одна семейная пара, они жили в деревне долгое время. И так получилось, у них не было детей. Не было детей, и родственники тоже со временем все, кто уехал, кто умер. И вот они уже такие престарелые, а хозяйство очень большое такое было, всегда тянули его. И скотины много, двор большой, зданий несколько, там сараи. И они как-то решили взять себе работника. И просто был парень тоже в деревне, который, ну, вроде как, знаете, никого нет у него, где-то ходит, то там поработает, то там. Они его просто пригласили к себе, говорят, давай ты будешь у нас жить. Выделили ему домик отдельный, и он им помогал по хозяйству. То есть ему прописали обязанности, он там выгонял скотину там на пастбище, забирал, чистил двор, заготавливал сено и так далее, и так далее, и так далее. Но прошел 1 год, прошел 2. Муж с женой эти, они моложе не становились, они становились все старше и старше. И постепенно все вообще, как бы, ну, все хозяйство, оно приходило потихонечку в запустение. Потому что вот этот работник, он делал только то, что ему нужно. Ну, то, что на него возлагались какие обязанности. Вот пошел там, скотину встретил, там, навоз почистил и так далее. И все, и там, спи, отдыхай. А муж, он уже был не в состоянии, там, знаете, там ставни покосились, там краска облезла. Ну, кто жил в деревне или в большой дом, то есть эта работа, она никогда не прекращается. Как только закончил, нужно возвращаться и по новой опять начинать что-нибудь ремонтировать, красить и так далее. То есть это всегда нон-стоп. И вот так оно потихонечку вот так разваливалось, вроде бы все уже. То есть видно, что вроде бы хозяйство крепкое, но такое вот как-то лоска уже нету такого. Все такое потихонечку в запустение приходит. И в один день вот эта пожилая пара, они позвали этого работника, говорят, слушай, приходи к нам на ужин сегодня. Мы хотим с тобой поговорить. Он пришел, они ему говорят, мы вот тут посоветовались, ты нам нравишься, как бы молодец, вот как бы стараешься, все. Детей у нас нет никого, родственников тоже. Мы хотим просто вот оставить завещание на тебя и передать тебе все, ну, весь наш дом, все наше хозяйство, нашу землю, все, что у нас есть. И он обрадовался, конечно, такой, ну, как-то, как бы, спасибо. И знаете, первая мысль или фраза, которую он сказал, он так постоял, посмотрел вокруг и говорит, похоже, мне нужно все приводить в порядок. Что поменяло его мышление? То есть он до этого, знаете, как наемный работник. Вот он ходил, смотрел, ну, у меня есть работа, я вот там что-то делать, я буду это делать. А за это мне не платят, я не буду делать. Но здесь, казалось бы, ничего такого не произошло, но он понимает, что это его, это достанется ему. И уже новый хозяйский взгляд. Потому что если я что-то делать не буду, все развалится. Мышление. Знаете, сначала он делал как из-под палки, то, что он обязан делать, да, или там вынужден. По трудовому договору его вынудили. Он должен это делать. А здесь это моя обязанность. Если не я, то кто? Это мое. Я должен это делать. Не вынужден. Если Иисус, Он царь в твоей жизни, это то, к чему Он призвал нас с тобой. И какое отношение у нас должно быть. Мы для Его царства работаем. Это наше. Это мое. Ты часть. Такое отношение. Аминь.
казалось бы, вербное воскресенье. Да? Причем здесь? Слава Богу. Но еще последняя вещь, которую я хочу сказать. Все это не имеет никакого смысла, если изначально ты не принадлежишь Иисусу Христу. Если ты никогда не принимал Его в свою жизнь как своего Господа и Спасителя. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся коротко. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого, кто слышит. Сейчас это слово еще услышит, может быть, позже в записи. И, Господи, я прошу Тебя о том, чтобы было правильное понимание. Еще раз, я не говорю никому в осуждение, но говорю в ободрение. Господь, благослови, чтобы было правильное понимание. Господь, работай с сердцами. Аминь. И еще раз я хочу задать этот вопрос. Знаете, если ты никогда не принимал Иисуса Христа в свою жизнь, как своего Господа и Спасителя, то все, о чем я говорил, это не имеет